Итак, начнем. Первый вопрос. В 1752 году до 1755 года на северных землях Среднего Жуза возводится линия военных крепостей и редутов, которая соединила Уйскую линию с Иртышской, получив название какую? То есть нам надо узнать, какое название получило себе это укрепление. Уйская линия по карте нам даны здесь, что она занимает эту полость этой территории. И Иртышская, которая занимает эту территорию, пространство. То есть нам нужно узнать именно, которая находится здесь. Если вспомнить, что старая линия, то есть которая до этого, которая занимала это пространство этой территории, называлась Ишимской линией. Просмотрим давайте к нашим вариантам. Нам даны Новоишимская линия, Колывано-Кузнецкая линия, Новая Замская линия, Самарская линия и Новосибирская линия. Новосибирская линия была построена еще в середине 19 века, и она сразу не относится, так как нам нужны 52-55 годы 18 века. Одним словом, Е-вариант у нас отпадает. Самарская линия же построена чуть раньше того времени, которое нам дано здесь. Новая Замская линия тоже не относится. Колывано-Кузнецкая линия – это линия, которая идет вдоль, выше туда, дальше от Иртышской линии, в сторону уже востока. Так что она тоже отпадает. И остается у нас последний вариант А, который считается правильным – Новоишимская линия. Следующий вопрос. Крепость рассматривалась царизмом как военный плацдарм Российской империи для дальнейшего продвижения на восток, основанный в 1735 году по просьбе хана Абулхаира. Давайте просмотрим наши варианты, которые нам даны. Это Уральск, Верный, Семипалатинск, Усть-Каменогорск и Оренбург. Если посмотрим на Уральск, то про этот город или крепость нам не было дано в этот промежуток времени ничего. Верный же был построен уже в следующих веках, так что он тоже отпадает. Семипалатинск был построен чуть раньше данного времени нам. Усть-Каменогорск тоже раньше, в 1720-х годах. И остается у нас вариант именно Оренбург. Данная именно крепость была построена в 1735 году по просьбе Абулхаира. И эта крепость служила плацдармом для продвижения на восток Российской империи. Итак, следующий вопрос. Посольство Абулхаира с посланием к императрице Анне Иоанновне о принятии младших жузов в подданство России прибыло в сентябре в 1730 году куда? Давайте рассмотрим варианты, которые нам даны. Это Москву, Екатеринослав, Новгород, Оренбург, Петербург. Здесь можно сказать сразу, что в Москву посольство не отправлялось, потому что в то время, в этот период времени, у нас в учебнике не упоминалось насчет Москвы. Екатеринослав тоже не упоминалось, так что она сразу не относится. Новгород тоже не относится. Оренбург, может быть, возможно, мы бы указали, но ее начали, эту крепость, строить только в 1735 году. Так получается, что этот вариант тоже отпадает. И у нас остается вариант именно Петербург. Именно в этот город прибыло посольство Абулхаира о принятии младшего жуза в состав Российской империи. Установите личность с помощью схемы. Нам дана схема, давайте ее рассмотрим. Русские купцы, торговавшие с казахами, первое. Второе. Сыграли решающую роль в организации похода Ермака в Западную Сибирь. И последнее. В 16 веке основали заводы на Урале. Давайте рассмотрим варианты, которые нам даны. Даны такие, как вариант А. Славцовы, Туриновы, Михайловы, Строгановы и Шаймановы. Нам знакомо только вариант Д, то есть Строгановы. Если посмотреть именно в дополнительных источниках, в них упоминается, что именно Иван IV, то есть Иван Грозный, дал им разрешение для торговли именно с казахами, именно Строгановым. Так что вариант ответа будет Д. Определите хронологию событий, связанных с Аблай-ханом. Царское правительство признало Аблая ханом Среднего Жуза. Создание имперского наместничества Синьцзянь, новая линия. Аблай победил в единоборстве джунгарского батыра Шарыша. И четвертое, Джунгария была полностью покорена китайской армией. Нам нужно к 4 этим событиям определить даты их. Первое. Как вы знаете, Аблай-хан стал ханом 3 жузов в 1771 году до 1781 года. То есть правление ему было 10 лет. Но царское правительство признало Аблая-хана только в 1778 году. Во второе, создание имперского наместничества Синьцзянь произошло именно в 1761 году. То есть после его уничтожения и через некоторое время появилось само новое наместничество Синьцзянь. Аблай победил в единоборстве джунгарского батыра Шарыша в 1733 году. И последнее, Джунгария была полностью покорена китайской армией, вот и связь со вторым, в 1758 году. Давайте рассмотрим варианты, которые нам даны. Первое.
Это было в 1778 году, то есть первый не подходит, второй не подходит, уже третий не подходит. Вариант D в 1778 году уже нам дает ответ на правильный вариант. Е, естественно, уже неправильно. То есть вариант ответа у нас будет D. Аблай был признан царским правительством ханом Среднего Жуза в 1778 году. Создание имперского наместничества Синьцзянь было в 1761 году. Третье же. Аблай победил единоросса Батыра Шарыша в 1733 году. И Джунгария была покорена китайской армией полностью в 1758 году. Ответ будет D. Итак, следующий вопрос. Установить соответствие. Нам дана таблица. Давайте начнем. Бухар Жырау, Тлеп Аспантайулы, Мбт Жырау, Тлеуке Куликеулы. И в другом ряде у нас один из знаменитых Кобыши был известен в народе как Шалакын, был из рода Канжгалы, был известен в народе как Святой Кумике Аулие. Давайте начнем с Бухар Жырау. Бухар Жырау нам известен как человек, который очень сильно был связан с Аблай-ханом. Он его воспевал и был его советником, то есть очень сильно был связан с Аблай-ханом. И был известен в народе как святой, то есть варианту D, Кумике Аулие. Он нам дается. Тлеп Аспантайулы был нам известен как Кобыше, то есть он с раннего детства и проживал именно в Тургайском регионе. И с 13 лет начал познавать именно искусство кобыза. Таким образом, вариант А нам идеально подходит. Умбите Жырау. Человек, который был современником Бухар Жырау и, можно сказать, по духу тоже к нему был очень сильно связан с ним. Но здесь у нас остается два варианта. Это был известен как Шал-Акын или был из рода Канжгалы. Был из рода Канжгалы действительно подходит к Умбите Жырау. Так что у нас третий это С. И остается у нас последний вариант Тлеуке Куликеулы. Ему остается, как вы понимаете, последний вариант был известен в народе как Шал-Акын. Давайте рассмотрим наши варианты, которые нам даны. Первый вариант у нас был D, то есть первый вариант. На второй вариант у нас был А, то есть у нас правильный ответ будет D. Итак, следующий вопрос. Укажите ковры, изготовленные из войлока. Нам даны варианты, и из них мы должны уже найти правильные. Давайте начнем с первого. Тикимет – это ковер с накатными узорами, то есть это правильный наш вариант. Жукаяк – это у нас подставка для сундука. Третье – шик – это шуба, то есть значит второй и третий вариант неправильные и не относятся. Четвертое – сырмак – это войлочно-мозаичный ковер, тоже относится к правильному варианту. Скиес – это уже настенный ковер, ну то есть ковер, который для стены. В общей степени у нас дается уже тикимет, сырмак и скиес. Ищем эти варианты. 1, 4, 5. 1, 4, 5. Значит, вариант Б у нас является правильным. Идем дальше. Согласно указу царя о привлечении инородческого населения России на тыловые работы от 25 июня 1916 года призывались мужчины в возрасте, и нам нужно найти правильный ответ. Мы должны вспомнить, что данный указ был указан именно Николаем II и привлекались инородческие населения России. Но возраст был указан именно от 19 до 43 лет. То есть получается вариант наш правильный это С. Переходим к следующему. Кочевой степняк ест, пьет и одевается скотом. Для него скот дороже своего спокойствия. Первое приветствие кыргыза или казаха, как известно, начинается следующей фразы: «Здоров ли твой скот и твое семейство?» Писал прекрасный знаток степного быта, и тут нам даны варианты. Уалиханов, Садвакасула, Гейнс, Аткинсон и Асвендиаров. Данное высказывание оставил первый казахский ученый, историк, этнограф, путешественник, просветитель, который прожил более 30 лет, то есть очень мало, начиная с 1835 года до 1865 года, а именно Шокан Уалиханов. Так что правильный ответ у нас будет А. Так, переходим к следующему вопросу. Определите исторический процесс по указанной ниже схеме. В первой схеме дана нам апогея Российской революции, во второй – иностранной интервенции, и в третьем – мятеж Чехословацкого корпуса. Апогея Российской революции говорит о том именно, что о последствиях революции, то есть что произошло после, к чему это привело. Вторая – иностранная интервенция. Думаю, уже само слово за себя отвечает. Имеется в виду иностранное вмешательство, то есть вмешательство извне в определенное государство, то есть державу, в экономическом, политическом плане, во всем.
И третье — мятеж Чехословацкого корпуса. Думаю, это нам служит намеком на определенные моменты. Давайте рассмотрим варианты. Нам даны Вторая мировая война, годы Великого бедствия, Октябрьская революция, колонизация Казахстана или гражданская война. Вторая мировая война не относится, так как это не являлось апогеем именно Российской революции, то есть ее последствием. У нее были свои причины и, как бы сказать, смыслы в этом плане. Годы Великого бедствия тоже не относятся, так как это очень далеко назад уходит, 18 века. Октябрьская революция, то есть тут тоже не подходит, так как у нас спрашивается именно последствия революции. Колонизация Казахстана. Колонизация Казахстана тоже не относится к этому моменту, так как здесь другие вообще уже. Гражданская война. Вот гражданская война очень сильно относится, так как она является апогеем Российской революции, то есть гражданская война прошла в 1918 до 1920 года, является последствием российских революций. Также потом иностранная интервенция, которая происходила во время гражданской войны, и мятеж Чехословацкого корпуса, который с чего это и началось в гражданской войне. Правильный ответ будет Е. Гражданская война. Переходим к следующему вопросу. 5 сентября 1952 года был арестован за антисоветскую деятельность. Приговор судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда КССР от 4 декабря 1952 года гласил: 25-летнее заключение в исправительно-трудовом лагере сроком на 5 лет и с конфискацией личного имущества. Приговор окончательный и в кассационном порядке обжалованию не подлежит. Установите личность с помощью текста. Давайте рассмотрим варианты, которые нам даны. Панкратова, Мусрепов, Бекмаханов, Сатпаев, Ауэзов. Данное дело относится к человеку, который был именно казахским советским историком, доктором исторических наук, профессором и членом-корреспондентом Академии наук Казахской ССР. Таким человеком был именно Бекмаханов. Данное дело еще известно в истории как дело Бекмаханова. Так что правильный ответ у нас будет С. Бекмаханов. Идем дальше. Установите историческую личность. Известный член движения Алаш, писатель, поэт, драматург, журналист. Родился в местности Кызылбек в Торгайской области. Его первый роман на казахском языке «Бақытсыз Жамал». Третья схема дает очень ключевые нам знаки. Давайте рассмотрим варианты. Букеханов, Сейфуллин, Байтурсунов, Дулатов, Рыскулов. Если смотреть по второй схеме, то Букеханов родился в Семипалатинской области. То есть он к этому разряду тоже уже не относится. Сейфуллин тоже не относится, так как он родился именно в ныне Карагандинской области. Ахмед Байтурсунов в Торгайской области он относится. Мырзах Дулат тоже в Торгайской области родился. Турар Раскулов в Семиреченской области. Так что у нас остаются варианты С и Д. Но автором романа «Бақытсыз Жамал», то есть несчастный Жамал, являлся именно Дулатов. То есть правильный вариант у нас будет Д. Дулатов. Переходим к следующему вопросу. Определить деятелей, которые занимали пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана в период, и нам дана схема, с августа 1955 года по март 1956 года. Уже с марта 1956 года по декабрь 1957 года. И уже с декабря 1957 года по январь 1960-х годов. Вы должны знать, что начиная с 1946 года по 1954 год на посту первого секретаря ЦК Компартии Казахстана был Шаяхметов. А начиная с 1954 по 1955 года, после Шаяхметова, занимал Пономаренко. И здесь, начиная с 1955 года до 1956 года, этот пост занимал именно Брежнев, а с 1956 года по декабрь 1957 года Яковлев. И с 1957 до 1960 годов уже Беляев. Давайте рассмотрим варианты, которые нам даны. Здесь у нас даны в первом Пономаренко. Но, как мы говорили, Пономаренко занимал до этого периода, то есть с 54 по 55 года. То есть этот вариант сразу уже отпадает, а вариант неправильный. Идем дальше. Кошшигулов. Мы его вообще не упоминали, и сразу тоже этот вариант отпадает. С. Тут сразу начинается Шаяхметов. Но, как мы говорили, Шаяхметов брал этот пост в другой период, так что это тоже не относится. Д. Жунусов. Мы его не упоминали, то есть получается тоже неправильно. И вариант Е. Брежнев, Яковлев, Беляев. Правильный ответ Е. Переходим к следующему вопросу. Установить соответствие. Нам дана таблица. Давайте начнем. Первое. Уничтожение генерала Дутова в городе Суйдун. Второе. Второй всеказахский съезд в Оренбурге. Третье. Отречение Николая II от престола. И четвертое. Распад партии Ужжус. И нам даны даты данных событий. Декабрь 1917, июнь 1918, февраль 1921 и март 1917 года. Если начнем с первого, то есть уничтожение генерала Дутова в городе Суйдун, то
это событие гражданской войны, то есть ее уже, можно сказать, окончание. То есть, получается, события относятся к 20-м годам. А из этого варианта нам даны только в варианте С, февраль 1921 года, который считается и правильным. Второй Всеказахский съезд произошел именно в декабре 1917 года. Отречение Николая II от престола произошла в марте 1917 года, то есть получается вариант Д. И распад партии ЖУЗ был связан именно со смертью лидера партии ЖУЗ Тогусова. То это была дата июнь 1918 года, то есть вариант Б. Давайте просмотрим наши варианты, которые нам даны. Из всех этих первым был С, то есть три варианта сразу отпадают, Б, С, Д неправильный и А, Е остаются. Во втором был А вариант правильный, то есть второй А, значит получается А тоже не подходит, и правильным ответом у нас остается вариант Е. 21 ноября 1917 года в газете «Казах» был опубликован проект программы партии «Алаш», состоявший из 10 разделов. Нам даны тут только часть, то есть несколько, и нам нужно узнать, чему они были посвящены. Давайте начнем с первого. 4-й раздел был посвящен религии. 5-й же раздел был посвящен суду. И последний раздел, то есть 10-й раздел, был посвящен земле. Давайте найдем правильный вариант из ниже перечисленных. Образованию, религии, основным правам. Нет. Налогам, законодательству, образованию. Нет. Земле, основным правам и налогам. Нет. Форме государства, правам и суду. Нет. И Е, религии, суду, земле. Да, то есть получается правильный вариант ответа у нас будет Е. Переходим к следующему вопросу. Делегаты 5 областей участвовали на съезде, который был проведен в декабре 1905 года в городе. То есть в каком? Рассмотрим варианты. Уральск, Семипалатинск, Алматы, Оренбург, Ташкент. В данном съезде принимались решения о создании казахского отделения партии кадетов, то есть преобраз партии Алаш. Также принимались решения о открытии школ, медресе, университетов и прекращении переселенческой политики. Но данное решение было не поддержано именно Центральным комитетом Российской партии кадетов. И так как не было поддержки, она была отложена. А данный съезд был проведен именно в городе Уральск. То есть правильный ответ будет у нас А. Идем дальше. В начале 20 века только в одном, пропущенное место, уезде числилось 125 золотых приисков. Алтайские рудники добывали, то есть опять пропущено, от произведенного в целом по России золота. То есть, ладно, еще раз. Идем дальше. В начале 20 века только в одном, пропущенном месте, уезде числилось 125 золотых приисков. Алтайские рудники добывали, пропущенное место, от произведенного в целом по России золота. Давайте просмотрим варианты, которые нам даны. А. Аягузском и 30%, то есть здесь. Второе. Усть-Каменогорском и 15%. С. Павлодарском и 10%. В Семипалатинском 25% и в Ташкентском 20%. Но в начале 20 века только в одном уезде, где числилось 125 золотых приисков, являлся именно Усть-Каменогорский уезд. Усть-Каменогорский. И алтайские рудники на тот момент добывали 15% от произведенного в целом по России золота. То есть, получается, правильным ответом нашего вопроса будет Б. Усть-Каменогорск и 15%. Переходим к следующему вопросу. Казахская ССР занимала 4-е место в Союзе в годы 4-й пятилетки, то есть 1946-1950 годы, по темпам роста валовой продукции и промышленности, уступая лишь, и нам дана таблица, эстонской, молдавской, латвийской, армянской, литовской, украинской, грузинской и туркменской. Нам нужно узнать, кому именно Казахская ССР уступала по валовой продукции промышленности. Это были эстонской, латвийской и армянской. То есть всего 3. А через некоторое время, то есть с 51 по 53 года, Казахская ССР уступала и уже и молдавской, и литовской. Давайте рассмотрим наши варианты ответа, которые нам даны. То есть у нас было правильным ответом 1, 3 и 4. И к этому варианту подходит именно вариант Б. То есть получается правильный вариант у нас Б. Идем дальше. 2 события привели к началу процесса десталинизации общества. Смерть Сталина в каком-то году
И 20-й съезд КПСС, происшедший в феврале, опять пропущено, который осудил культ личности Сталина. Вставьте пропущенные слова. Как вы знаете, Сталин умер в 1953 году, а 20-й съезд КПСС был проведен в 1956 году. Данные два события именно привели к началу такому процессу в обществе. То есть смерть Сталина и 20-й съезд КПСС, который осудил культ личности Сталина. Давайте просмотрим наши варианты ответа, которые нам даны. То есть в первый смерть Сталина это в 1953 году. И вариант Б к нему подходит. И во втором, в феврале 1956 года, был произведен 20-й съезд КПСС. То есть правильным ответом будет у нас вариант Б. Переходим к следующему вопросу. Укажите казахских депутатов, которые в начале 20 века были избраны и в первую, и во вторую Государственные Думы. Нам даны варианты. Это Алабергенов, Калменов, Танышпаев, Каратаев, Кошегулов, Беримжанов, Кулманов и Букиханов. В первую Государственную Думу вошли такие люди, как Калменов, Кошегулов, Беримжанов, Кулманов и Букиханов. Во вторую же Государственную Думу вошли такие люди, как Алабергенов, Танышпаев, Каратаев, Кошегулов, Беримжанов и Кулманов. То есть получается, депутаты, которые вошли в первую и во вторую Госдуму, это были Кошегулов, Беримжанов и Кулманов. То есть правильный ответ у нас будет 5, 6, 7. Ищем из вариантов ответа. И это будет вариант D. То есть правильный вариант ответа у нас будет D. 5, 6, 7.